Приветствую всех участников. Меня зовут Хикмет Джавад. Я буду модератором вместе с Игашем Алиевым. Для начала нашего круглого стола хочу представить для приветствия и поздравления. Вот вы знаете, что впереди у нас там 8 ноября праздник. Я приветствую поздравительной речью организатора круглого стола, председателя национальной культурной автономии Азербайджанской в Московской области Эльшана Ибрагимова. Пожалуйста, Эльшан Малли. Salam aleyküm, kardeşler. Her vaktiniz hayır olsun. Добрый день, дорогие друзья. Как уже сказал Хикмет Бай, обычно мы, когда начинаем, вот, говорим, что язык общения свободный, кому как удобно. Но так как сегодня у нас тут собрались представители других народов, поэтому, конечно, легче общаться на русском языке, так как у нас Ортатürk, который мечтал Чингиз Айтматов, к сожалению, пока нету. Собираясь в штабе татар, мы тоже все, несмотря на то, что мы все тюркские народы, общаемся на русском языке. Дорогие друзья, в первую очередь, конечно, я приветствую всех, особенно представителей других народов и наших аксакалов. Спасибо вам за то, что вы решили сегодня быть с нами. Для нас это большая честь. Благодарю всех вас от имени руководителей аксакалов нашей организации. Тема нашей сегодняшней конференции, как видите, очень насыщенной, но в первую очередь она посвящена великой победе азербайджанского народа на Второй Карабахской войне. Конечно, об этой войне можно говорить очень много, тем более это моя любимая тема, несмотря на то, что слово «война» вообще-то вибрация низкая, но мы должны говорить об этом, потому что это событие, безусловно, самое яркое в новейшей истории Азербайджана. Удачи, успехов в нашей конференции. И, в общем, для продолжения нашего круглого стола я слово представляю Гашему Алиеву. Добрый день, я приветствую всех гостей. Хотел отметить, что сегодня на нашем мероприятии присутствует большое количество представителей многонационального российского народа. Здесь и татары, и башкиры, и адыги, значит, азербайджанцы. Поэтому, значит, действительно, наш язык общения будет только на русском. И приветствую, значит, наших аксакалов. Роберт Искендерович Нигматуллина, академик Российской академии наук, крупного известного механика-математика, бывшего директора Института океанологии, поэтому человек, которого все знают, студенты и ученые знают по книгам механика многофазных средств. Приветствую Гайдара Иманова, Смольный университет, Санкт-Петербург, значит, теоретик, который, значит, заложил основы, в общем, вот, одной из главных тем сегодняшнего обсуждения — синергии российско-тюркского единения. Приветствую Аскарби Аджигиреева, Аскарби Амеркановича Аджигиреева, старейшины адыгов, руководитель общественной организации старейшин адыгов, тоже, значит, внесший свою большую лепту. Нашего уважаемого Гайра Ахметовича Искандера, штаб-татар Москвы. Поэтому Ахмед Гашимову, социолога, который, значит, сам тоже этим вопросом занимается. Энвера Эминовича Софинова, Низами Назимовича Алиева, доктора педагогических наук. Поэтому здесь у нас собралось действительно, еще будут подключаться люди, поэтому мы к этому еще вернемся в приветствие людей. И особенно, значит, хочется в первую очередь дать слово профессору Камрану Рустамову, человек, который, значит, близко уже на протяжении нескольких лет занимается именно, в общем, российско-азербайджанской тематикой, и, значит, обильная публикация у него Яндекс.Дзен именно по теме 44-дневной войны. Так как у нас сегодня наша конференция в основном, значит, одна из главных тем — победа в Отечественной войне, освобождение азербайджанской территории, поэтому слово предоставляем Камрану Энверовичу Рустамову, доктору технических наук, профессору. Значит, пожалуйста, Камран. Вопрос, значит... Приветствую, дорогие друзья. Я хочу воспользоваться такой предоставленной возможностью
поприветствовать Роберта Искендеровича. В 60-е годы мы, ученики математических школ, которые впервые появились, и школы юных физиков при Академии наук, смотрели с гордостью на Роберта Искендеровича. Это был нашим символом науки. Это был молодой, симпатичный парень. По-моему, в темных очках, несколько фотографий было, я видел тогда. Я не знаю, может, ошибаюсь, но это так было, по-моему. И все девочки были в вас влюблены, Роберт Искендерович, сразу Я скажу. не знал, я этого не знал. Вот, я вам сейчас секрет раскрываю 60-летней давности. И все гордились, что представитель тюркского народа достиг таких высот. Я вас приветствую, самое наилучшее. Я перейду к теме. Спасибо. Война, на мой взгляд, длилась 30 лет. Она началась в первый день, когда зверски сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны из западного Азербайджана, который называется сегодня Арменией. Война длилась 30 лет. Долго мы шли к этой победе, и мы к ней пришли. Победа сегодня мы обязаны тем, что 60-миллионный азербайджанский народ безотносительно страны пребывания. И весь тюркский мир был с нами. Важное значение имела это правильная, выверенная внутренняя и внешняя политика политического руководства Азербайджана президента Ильхама Алиева. Недавно Хачарян сказал такую фразу. Если бы они вели бы, Пашинян вел бы ту политику, какую мы вели, подкладывая подушку под головы азербайджанских руководителей, что все нормально, все будет хорошо, мирно, то сохранили бы статус-кво еще 40 лет. Но в Азербайджане прекрасно знали, что надо делать, поэтому был подготовлен прекрасный офицерский состав, профессиональная армия, особенно 7 спецотрядов или спецназа, как сейчас говорят, которые совершили чудо при взятии Шуши. Армия была оснащена современной техникой. Впервые в мире дронная технология показала свою значимость в современной войне с сложным ландшафтом. Ну и, конечно, правильное, умелое военно-политическое руководство. Это было главным фактом. Конечно, здесь я хотел бы обратить внимание на те страны, Иран, Россия, Турция, которые участвовали в этом процессе. Иран всеми силами пытался торпедировать позитивные процессы, которые происходили. И даже во время войны вели войска на территорию Азербайджана, оккупированную территорию со стороны Армении, войска туда, чтобы препятствовать передвижению азербайджанских войск, и мы вынуждены были пойти в круговую, потеряли 20 дней. Только после давления азербайджанского политического руководства они вывели свои войска. Турция, Россия. Россия сыграла колоссальную положительную роль. То, что президент России сказал, что Нагорный Карабах, как тогда именовали, и весь Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, это была мощная поддержка азербайджанского народа, азербайджанской армии, азербайджанского политического руководства. Это было важное заявление, которое сыграло колоссальную роль. Второе – Турция. Третье – Турция. Конечно, Турция сыграла очень важную роль. Сам Эрдоган – это жесткий руководитель, но когда он выступает, он больше выступает как романтик иногда. И Турция сыграла колоссальную роль. Колоссальную роль моральной, политической поддержки. И мы ощущали спину более чем 80-миллионного турецкого народа. Азербайджанская армия победила. Но с первого дня и даже во время военных действий Азербайджан призывал к миру и сотрудничеству. К сожалению, нас не слышали, нас не слушали. И сейчас, после войны, буквально была президентами Азербайджана и Турции предложена модель 3+3. Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция.
По-разному разные страны себя вели. Иран, новое руководство ястребой иранской власти пытались торпедировать все эти зачинания, но, к счастью, российское руководство, в частности, министр иностранных дел Лавров, быстро остудил горячий пыл иранских политиков. И сегодня эта модель будет работать. Даже хотя Грузия вначале говорила о своих холодных отношениях с Россией, боясь остаться вне больших мегапроектов, которые будут иметь место на Южном Кавказе, тоже заявила о том, что она желает присоединиться к этой модели. Это не мини, я хочу объяснить, что это не мини-СНГ. Это просто консультативная модель, чтобы обеспечить работу, деятельность тех или иных направлений. Четвертое, я даже не знаю, какое-то, это разблокировка и строительство новых транспортных сообщений. Это очень важная составляющая. Никакая экономика, ничего не будет работать, если нет дорог, если они заблокированы. Это очень важная составляющая. И разблокирование транспортных сообщений на Южном Кавказе, строительство новых транспортных сообщений принципиально меняет всю топологию вот этой транспортной схемы Южного Кавказа, и не только, она становится мощной транснациональной. Китай, Индия, Средняя Азия, Центральная Азия, через Россию и через Каспийское море. Причем эти мультимодальные транспортные системы, их можно значительно снизить коэффициент за счет вот этих прямых сообщений. Сыграет колоссальную роль. И поэтому сегодня этой проблеме уделяется не случайно самое главное внимание. Потому что именно разблокирование, строительство новых транспортных сообщений создает принципиально новые условия для экономического сотрудничества. Здесь, конечно, возникают вопросы, когда азербайджанцы говорят о Зангезурском коридоре, о дороге, транспортном сообщении, связывающей западный район Азербайджана и Нахчевань, который позволяет выйти на Турцию, оттуда на Средиземноморье и Ближний Восток. Это очень принципиальная вещь. Здесь возникает проблема, о чем идет речь. Я говорил с армянскими специалистами, когда мы говорим слово «Зангезурский коридор», мы воспринимаем это как Лачинский коридор, где азербайджанцы не имеют своих таможенных и пограничных структур. То есть оно находится вне контроля Азербайджана, Лачинский коридор. Когда вы говорите «Зангезурский коридор», мы имеем в виду, что вы имеете в виду точно так же аналог Лачинского коридора, который контролируется будет Россией и вами, а не нами. Поэтому они говорят, что давайте строить на принципе, который зафиксировано в модели СНГ, где там написано о структурах транспортных сообщений в рамках СНГ. Этот вопрос остается на обсуждении. Я не знаю, к какому мнению сейчас результаты придут, но очень интенсивно идут переговоры по данному вопросу. Вопрос границы. Когда армяне говорят, что азербайджанская армия нарушила границу Армении и вела войска на территории Армении, я спрашиваю, о какой границе вы говорите? Вы сами не признаете вообще никакие границы, и о каких нарушениях границы может быть идти речь, если ее нет. Вчера в прессе появилось такое сообщение, что азербайджанцы не имеют права, вы знаете, что Владимир Владимирович Путин сказал, что желательно границы провести по картам, советским картам 20-х годов. Я не знаю, почему взяты 20-е карты, 20-е годы, потому что Азербайджанская республика, Советская Социалистическая Республика, как самостоятельно в составе Советского Союза была образована 5 декабря 1936 года. С 23 года по 1936 год она находилась в составе ЗАГ Федерации. Когда был расформирован ЗАГ Федерации, тогда только появилась отдельно азербайджанская, армянская, грузинские республики в целом составе Советского Союза. Не знаю. Эти границы какие-то существуют, наверное, они, вообще эти границы, которые в 20-х годах были, они имеются и у нас,
и у армян, потому что эти границы всегда, значит, специально у нас был комитет по геодезии и картографии, это в Азербайджане и в Армении, которые эти документы направлялись, и все. Военные карты отличались, генштабовские отличались специфическими особенностями, на которые были нанесены некоторые те объекты, которые представляли интерес для военных. И теперь о границе. И вот вчера армянские политики выступили с таким заявлением, что Азербайджан не вправе говорить о, значит, так называемых советских границах, поскольку в акте о независимости Азербайджана от 18 октября 1991 года отсутствует правопреемство Азербайджанской Советской Социалистической Республики. Раз Азербайджан не правопреемник Азербайджанской Социалистической Республики, то Азербайджан не имеет права, юридического права говорить о Союзе. Я с ними как раз на эту тему и говорю. Я говорю, товарищи, очень хорошо, дорогие друзья. Не хотите, вы правопреемники Азербайджанской Демократической Республики, давайте проводить границу по Азербайджанской Демократической Республике. Я вам напомню, 28 апреля, когда Красная Армия вошла в Баку, Азербайджанская Демократическая, у кого-то микрофон включен, Азербайджанская Демократическая Республика, которая была де-факто признана Парижской конференцией 12 января 1919 года, была Верховным Советом, это Верховный Совет, что-то вроде Совета Безопасности ООН, Лиги наций, он был в начале Верховный Совет 10, с марта 19 он стал Верховный Совет 4. Было признано, Грузия и Азербайджан де-факто были признаны. Об этом 30 числа генеральный секретарь Верховного Совета отправил соответствующую документацию, ну в те времена немножко другая система коммуникации была, отправил информацию об этом. То есть мы имели, согласно де-факто признанным границ, 113,9 тысяч квадратных километров. 2 марта 1992 года, когда мы входили в Организацию Объединенных Наций, я был тогда государственным советником Азербайджана, эти документы готовил под моим руководством, я курировал и внешнюю политику. Значит, когда готовили эти документы, тогда карту, которую мы представили в Организации Объединенных Наций, площадь Азербайджанской Советской Социалистической Республики, или же именуемая Азербайджанская Республика на этот период, составляла 86,6 тысяч квадратных километров, то есть 27,3 тысяч квадратных километров были вычленены из азербайджанской территории, переданы частично Грузии, но подавляющее большинство передано было Армении. И вот только в 2020 году, в конце ноября, в начале декабря, было передано Зангезурскую область с формулировкой «проявляя добрую волю», азербайджанское правительство добровольно передало Зангезурскую область Армении. Ну, все эти прекрасно знают, о чем идет речь. Так что насчет границы, как они должны быть, но я прекрасно понимаю одно, что да, нужны какие-то компромиссы, надо старые варианты, которые рисовались, значит, коммунистическими вот этими рисовальщиками границы. Одна деревня азербайджанская, Кярки, допустим, в Армении, это деревня армянская здесь, это одна дорога пересекать, то через Азербайджан проходит, через Армению. Все это, конечно, надо исключить, надо попытаться выровнять границу, и все эти территории посредством обмена сделать такую нормальную, работающую, осознающую территорию. Вся проблема заключается в том, психологически армянский народ не может воспринять наличие этой границы, которая... Это первое, что 70 лет был Советский Союз, и границы носили условный характер. 30 лет эти границы были оккупированы частью. Поэтому 100 лет, по сути дела, армяне считали, что это все наше общее, и поэтому психологически они не подготовлены к этому. Вместо того, чтобы обучать, говорить населению, правду доносить, а не заниматься всякой провокационной деятельностью, как несколько дней тому назад один из таких руководителей армянского государства нынешнего заявил, что азербайджанцы не хотят переезжать на освобожденную территорию, потому что знают, что через год окрепшая Армения, Арцах вновь вернется туда. Вот такие провокационные заявления. И последнее, что я хочу обратить внимание, очень важно. Сегодня очень сильно раздувается
территориальный конфликт преподносится как столкновение цивилизаций. И здесь преподносится христианское, исламское противостояние. Для этого используются так называемые албанские монастыри, албанские храмы. Здесь я не буду долго говорить на эту тему, я просто хочу сказать, потому что я заканчиваю свое выступление. Албанские монастыри, я вот говорю, когда беседую с товарищами, нашими партнерами из Армении, говорю, если албанские, эти церкви не албанские, и это только армянские, тогда не существовала албанская церковь вообще, потому что не может существовать церковь, не имея соответствующих храмов. Тогда виртуальных моделей не было. Но если албанская церковь не существовала, то как расшифровать указ Николая I о передаче албанской церкви в армянскую епархию? Что передавали? И потом, я могу сейчас привести архитектурные особенности с точки зрения строительных материалов и доказать, что является армянской церковью, что албанской, что является армянской. Хочу обратить на одно внимание, на один важный факт. На это никто не обращает всякие истории. История имеет одну особенность – оставлять следы. Главным следом проживания людей в массовом порядке той или иной части территории являются кладбища. Вот в течение веков может все меняться, общественный строй меняться, захватываться, не знаю, переходить, политический строй меняться, не знаю, что угодно может меняться, но ритуальные погребения, они остаются веками. Вот азербайджанцы как хоронили 200 лет назад, 100 лет тому назад, и сегодня также хоронят. Что в Азербайджане, что в России. Это специфика, эта традиция, она никогда не меняется. Так вот, я вам скажу очень интересный факт, что до 19 века нет ни одного массового захоронения, кладбищ, погостов на территории не только вот этого территории, которую я имею в виду, называется Карабахом, или как они называют деформированное название Арсака, значит, государство племени Сак, они называют Арцахом, ну, пускай. Значит, не было ни одного погоста, не было ни одного кладбища. Отдельные захоронения могли бы, там были, ну как сегодня термины используют, сегодня термины, трудовые мигранты, гастарбайтеры были, армяне тогда оттуда. И еще на один факт я вам объясню, очень важный факт, который не обращают многие наши не знают, что армяне это не название народа. До 19 века, до 18 века, до французской революции понятие нации не существовало. Людей разнили по религиозным признакам. И нация слова была введена впервые от самой февральской революции для того, чтобы убрать подданные короля, и обозначала нация народ и государство. И поэтому сегодня во всем мировом сообществе, когда говорят о нации, имеют в виду гражданство. Nationality, это имеет гражданство. То есть может гражданин быть Британии, может быть арабом, азербайджанцем, англичанином, шотландцем и так далее. Поэтому армяне это обозначение религии. Причем до сегодняшнего дня есть такое мнение, что армяне, слово армян, это чисто турское слово, ар это человек, мужчина, мен, туркмен, как мы говорим, армян это принадлежность той религии, которые исповедовали хайский народ, и они потом себя, значит, начали называть армян. Их называли, тогда людей называли только по религиозным признакам. Православные, иудеи, мусульмане. Я помню, моя бабушка говорила, на мусульманском языке говорит. Мы мусульмане. Она никогда не говорила, мы азербайджанцы или мы турки и так далее. Они всегда мы используем это. Хочу сказать, что сегодня армянского народа предоставлена прекрасная возможность создать ту модель сотрудничества, развития, и это можно сделать всем вместе. И я хочу в конце еще раз подчеркнуть роль России. Россия сыграла колоссальную роль, которая вынудила, заставила Армению согласиться на призывы президента Азербайджана о том, чтобы приостановить войну. Тысячами людей, молодых людей, жизни людей были спасены. Большое спасибо.
Спасибо огромное, Камран Мэлим. Правда, немножко за пределы регламента, но Камран Мэлим столько информации интересно, что он, значит, всегда может... Я хотел бы сейчас предоставить слово Гаяр Ахметовичу Искендеру для того, чтобы он очертил, значит, круг вопросов. Дело в том, что Кавказ – это действительно геотектоническая горная местность. Здесь очень много геотектонических процессов, но в последнее время получились политические тектонические процессы. И правильно сказал Камран Мэлим, идет столкновение цивилизаций. В общем, и главная идея, в общем, Гаяр Эфенди выступления, он сейчас об этом скажет. Я прошу Гаяр Эфенди, а потом подготовиться к Гайдару Иманову. Роберт Искендерович, если у вас есть добавить, или попозже, в общем, по возрастному цензу, вы очень молодой, но по возрастному цензу вам следовало бы дать слово. Ну, в общем, если нужно... Я подниму руку. Я подниму руку. Все, спасибо. Гаяр Эфенди, пожалуйста. Спасибо. Салям алейкум, уважаемые друзья, соратники. Вот. Я хотел бы вот что сказать. Это наша встреча идет в рамках тех встреч под девизом, значит, Россия, тюркский мир. Вот. Когда-то вот я написал такую концепцию, и это было связано с тем, что вот у нас, значит, теряется родной язык, теряются наши эти самые корни национальные, да, и язык, он не может просто так восстановиться и сохраниться, если он не имеет применения. К сожалению, в России применение татарского, тюркских языков достаточно ограничено, но с каждым годом все время сужается. Это с одной стороны. А с другой стороны, значит, в каком же состоянии находится наша страна, Россия? Мы об этом тоже постоянно задумываемся. Значит, у нас справа, кто у нас там? Справа Китай, который колоссальными темпами, значит, наступает на нашу территорию со своими традициями. Слева, если на карту взглянуть, это Запад, который нас почему-то не любит уже в течение многих веков, значит, и мы все время получаем санкции за санкциями, вот, и мы уже чувствуем, что мы не родня Западу, да, потому что у нас свои традиции, там другие. Вот западная идеология, которая, в общем-то, в принципе, она связана с частно-собственническим отношением, это для наших народов не совсем приемлемо. Наши народы, вот евразийские, тюркские народы, русский народ, мы все-таки настроены на какое-то коллективное существование. И оно никак не ложится в наши рамки. Куда же и России идти? Ну, получается, что Россия ни направо, ни налево, значит, надо идти вниз, в сторону Евразии, большой Евразии. Да? Ну и прежде всего нам необходимо укрепить сотрудничество России и тюркского мира. Ведь сегодняшние тектонические разломы, которые происходят на теле нашей планеты, говорят о том, что надо, в общем-то, приходить к какому-то знаменателю. Но в самом деле, значит, ну, посмотрите, климат, сильные изменения климата, климатические изменения, да, везде потопы, пожары начались, так, пандемия, опять-таки, может быть, это тоже процесс не совсем случайный, как уже утверждают многие ученые, да, и он будет дальше развиваться, как мы на эти угрозы будем отвечать. Энергетический кризис наблюдается, затем войны у нас в Центральной Евразии постоянно происходят, отсюда и потоки мигрантов, которые тоже, значит, определенную роль играют. Дальше кризис, связанный с транснациональными монополиями, которые, значит, уже строят наднациональные какие-то структуры и внедряются не только в нашу жизнь, но, в принципе, в наши мозги. Есть идеи мирового правительства. Вот. Ну и с этим связана, конечно, проблема цифровизации и искусственного интеллекта, который сейчас активно, очень активно развивается в Китае, и наша страна в этом вопросе имеет значительное отставание. Как же тут быть? Значит, нам нужно соединяться с близко родственными народами. Нашествие мигрантов, это значит, придут люди с другой
цивилизационной основой, с другой идеологией. Нам в стране будет сложно с ними работать. А наиболее близкие к нашей стране, ментально близкие, это, конечно, тюркские народы, с которыми, ну, во-первых, по СССР мы с ними уже много лет были связаны. Вот. А как тюркские, это и Турция в том числе. Там есть избыток рабочей силы. Здесь у нас недостаток. Наши просторы сибирские, они пустуют, они не используются. И в конце концов на них много будут желающих. Наши ресурсы мы тоже до конца не используем, да? Мы их не перерабатываем, мы просто продаем направо-налево, иногда за бесценок. Вот. Ну и с точки зрения нашей политики, она не совсем самостоятельна. Россия всегда находится под влиянием каких-то теперь сильных мира всего. Значит, мы уступаем то Западу, то Востоку. У нас нет идеологии. Мы, значит, прым то в защиту, значит, это самое, советского прошлого, то за царя, то еще куда-то. Вот. Поэтому, значит, нам нужно определяться уже. Время осталось мало. Кризис приближается мировой. Как мы этот кризис встретим? С какой стороны? Ну, вот возникла идея России тюркский мир. Она, правда, не только у меня. Значит, есть, значит, уважаемый Гайдар Иманов, который этим вопросом уже давно занимается, оказывается, раньше меня. Фархат Ахмедов, например, миллиардер, написал огромную статью «Россия, Турция, почему бы и нет», которая была опубликована в нашей широкой прессе. Примерно те же самые идеи. Но, значит, то, что вот я предлагаю, это, конечно, не только союз России и Турции должен быть, а России и с тюркскими государствами. Теперь посмотрим, что такое тюркский мир. Оказывается, страны тюркского мира у нас распределены по различным. Все, он говорит, что я вот видно, что... Гайдар Иманов, пожалуйста. Спасибо большое. Надеюсь, что меня все слышат. Я из Санкт-Петербурга. Я хочу поблагодарить всех вас, вот, особенно предыдущих выступающих, Кевран Мусамова и Каяр Махмедовича. Это очень ценные мысли. И особенно я хочу сказать, что вот работы Кеврана Налима, они должны быть оценены как диаспорой, азербайджанской диаспорой, так и государство азербайджанское. Нужно дать ему возможность, чтобы он не только в пределах дзена, понимаете, значит, информировал общественность, а имел какой-то портал, в котором можно было бы, так сказать, ознакомить, учитывая его знания, опыт и умение подавать материалы. Я считаю, что вот мы бы могли бы как-то вот выступить с инициативой, чтобы создать ему это условие, потому что да, вот таким простым языком и то, что он излагает, я думаю, что это будет полезно для продвижения идеи мира на Кавказе. Что касается меня, вот меня, значит, модератор обозначил как теоретика. Я не теоретик, я всю жизнь был практиком. Начинал с инженера и заканчивал, ну, и до сих пор президент холдинговой компании «Электрокерамика». То есть я занимаюсь практическими делами, но параллельно, учитывая вот такую свою гражданскую ответственность, в свое время я восстановил деятельность Вольного института и долгое время возглавлял его. Но потом в 2011 году, после того, как французский сенат принял решение признать непризнание геноцида армян преступлением, я решил оставить себя, решил заняться этой проблемой. Дело в том, что как раз в тот период, когда все это начиналось, с 1988 по 1993 год, я жил в Азербайджане, я был директором Гянджинского фарфорового завода, это крупнейший завод и в Азербайджане, и на нас легла ответственность на то, чтобы сохранить в Гяндже ну, некоторую стабильность, потому что в Гяндже после всех событий начались вот, столкновения между армянами и азербайджанцами. Тогда я поехал в город Арташак в Армении
к директору Арташакского фарфорового завода. Мы были достаточно хорошо друг друга знали и помогали друг другу. Я поехал к нему для того, чтобы, так сказать, обсудить, ну, как интеллигенты, ну, как вот с этой ситуацией справиться. К сожалению, я услышал целую историю, вернулся и разочарованный, решил, что когда-нибудь об этом я напишу. Ну вот как раз прошло вот почти 20 лет, и побудило меня заниматься этой проблемой славяно-тюркского единения, славяно-тюркской синергии. Я написал первую статью 2 апреля 1912 года и выступил перед общественностью в Санкт-Петербурге. Так что вот с тех пор я занимаюсь этой проблемой. На сегодняшний день достаточно большое количество статей на эту тему написано. Я занимался этой проблемой достаточно плотно, много лет ездил в Турцию, познакомился практически, встретился, ну, если только не с президентом Турции, всеми остальными уровнями, министры культуры, образования, там, советники президента. Я с ними всеми обсуждал эти проблемы и видел, что идея славяно-тюркской синергии, она живая, она может быть реализована, несмотря на то, что вот, даже понимают это на самом высшем уровне, но где-то пониже, значит, нижнем уровне, есть сомнения в этом. А сомнения исходят из того, что общественность не информирована друг о друге. Общественность ни в Турции, ни в России не знает то позитивное, которое было в нашей истории. И все время рассказывают про войны, которые были между Россией и Турцией, но никогда не говорят о тех полезных, значит, исторических моментах, значит, которые были между Россией и Турцией. Мне пришлось все это раскрывать и в некоторых статьях писать о том, какие исторические моменты Россия и Турция были близки и даже спасали друг друга, так сказать, от угроз, внешних угроз. Это вот привело к тому, что я решил работать над российским проектом Тюркского мира. Россия – это федерация, в которой расположено достаточно множество тюркских республик, поэтому Россия предпочтительно самой заниматься интеграцией тюркского мира. Это было бы логично. Тюркский вопрос в интеграционном деле – это не только страны с тюркским большинством при этом, но и страны с тюркским меньшинством, например, Китай, в котором проживает по официальным данным достаточно несколько миллионов тюрков, уйгуров и так далее. То есть вот проект, опираясь на Тюркские республики России и Евразийский союз, и Евразийский союз, можно создать российский проект славяно-тюркского мира. Это первая идея вот, в цепочке моих размышлений. Второе, следующая идея, она заключается в том, что Россия и Турция в 21 веке должны от многопланового стратегического партнерства перейти к императиву евразийской интеграции, созданию союзного государства. Это неименуемо, потому что, вот, по моему мнению, у нас нет ни другого выбора, очень скоро это проявится совершенно очевидно. У нас нет выбора, и ни в Турции, ни в России нет выбора, кроме как объединяться в союзное или хотя бы такое достаточно интеграционное государство, интегрируется. Поэтому, значит, в этой связи я считаю, что Россия и Турция могут взять на себя стратегическую задачу создания в 21 веке большой евразийской цивилизации. Принципы этих цивилизаций у меня изложены, не хочу отнимать у вас времени, хочу только сказать следующее. Следующее, что должны быть какие-то ценностные основания для такого союза.
при всем близости духовной близости двух наших народов, но есть различия в ценностях, которые не дают достаточно тесно сближаться. И я подумал о том, что такой ценностью, и написал об этом, что, может быть, ноосферные ценности – это идея сохранения жизни на Земле. Вот эта идея может быть действительно той идеологической основой, на которой могли бы объединиться, значит, объединять и создавать евразийскую ноосферную цивилизацию. Это, я считаю, что еще было вот, в 2017 году был такой документ обращение предупреждения человечества. 15 тысяч ученых из 184 стран сделали предупреждение, что если не остановить тот высокий темп уничтожения природных резервов, для человечества в период 92-го, ближайшее будущее, то может произойти глобальная экологическая катастрофа. Кстати, я хочу сказать, что отметить очень интересное, что эта идея, почему называется второе предупреждение? Потому что первое предупреждение было сделано ровно 4700 лет назад, более чем за 2500 лет от Рождества Христова. И его сделал мыслитель того времени Имхотеп. Он в свое время оставил в виде письменной записи на одной из стен пирамиды такую запись: люди погибнут от неумения использования силами природы и от незнания мира. Вот сегодня как раз вот происходит то, что вот 4700 лет назад нас предупреждали. Значит, мы не занимаемся сохранением среды обитания, в которой мы живем. Это вот поэтому, значит, должен сказать, что при этом еще в ноябре 2000 года Владимир Владимирович Путин, выступая на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, он подтвердил идею Вернадского. Вернадский еще в начале 20 века создал учение об объединяющем человечество пространство ноосфере. Обращаю внимание, в нем сочетаются интересы стран и народов, природы и общества, научное знание государственного. Именно на фундаменте этого учения фактически будет строиться сегодня, концепция устойчивого развития. Замечательные слова, концептуальные, но, к сожалению, последние 20 лет вот второго, так сказать, подтверждения от Владимира Владимировича этой идеи не поступило. Я думаю, пора уже напомнить о том, что эта идея, это та идея, которая действительно может привести, быть объединяющим человеческое пространство, может быть. Дальше, вот все это, понимаете, идеи, об этом много говорим, мы много пишем. Но что надо делать практически для того, чтобы это было? Я прочитал 1000 статей, написанных и на ноосфере, и в славяно-тюркском соединении, множество авторов о политических событиях, но не нашел нигде практических предложений. И тогда я взял это как бы на свои плечи, хотя я не являюсь гуманитарием, как бы сказать, я инженер. И поэтому я создал фонд славяно-тюркской синергии. Значит, и это как способ привлечения средств, ресурсов для решения этого вопроса, и предложил создать международное общественное движение славяно-тюркской синергии с целью разработки и пропаганды базовых ценностей российского проекта
тюркского мира, соответствующей современной геополитической ситуации. И базовыми проектами этого фонда и международного общественного движения являются создание Российско-турецкого университета, создание турецкого дома в Санкт-Петербурге, турецкий дом в Минске, российский дом в Мерсине, это Турция, киностудия Туррус, театр-студия Синергия и гуманитарный экологический проект «Каспийский дом». И эти проекты были замечены, и меня пригласили в комитет по внешним связям, предложили мне на общественных началах быть советником председателя комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга. И я сейчас выполняю функции, в том числе в этом аспекте. Международное общественное движение «Славяно-тюркская синергия» – это как дорожная карта, которая предусматривает реализацию комплекса политических, экономических, научно-образовательных, социально-культурных, экологических, молодежных и благотворительных программ. Я послал до начала нашей встречи, всем, у кого у меня были координаты, и написал о том, что вот есть такой проект, и есть такие мысли. Вот другая идея, которая заключается в том, что, понимаете, встречи между руководителями страны, она, конечно, очень важна, определяющая, но, к сожалению, руководители стран меняются, поэтому и меняется и политика. А вот я предложил создать систему горизонтальных партнерских отношений между регионами России, Турции и Азербайджана. И предложил определенную схему, когда федеральные округа Российской Федерации и регионы России, Турции могут создавать побратимские отношения. Регионы Северо-Западного федерального округа России и Азербайджана, значит, и так далее. И, конечно, в этой связи, благодаря подсказке Низами Алима, я внес в стратегические партнеры множество наших университетов, институтов, которые в Москве являются. Я считаю, что международное общественное движение славяно-тюркское единение должно создаваться в Москве, в центре столицы. Его должны возглавить крупные ученые и крупные бизнесмены должны войти в состав попечительского совета. Иначе эту идею не продвинуть. Но меня очень удивило то, что я когда изучал этот вопрос возможности стратегических партнеров, вот такие организации, как Турксой, это практически ЮНЕСКО тюркского мира. Значит, запрещено общение с российскими тюркскими республиками. Почему? Вот это было в 2016 году, во время вот этих, раньше еще, во время инцидента с самолетом, со сбитым летчиком. Но уже прошло почти 7 лет, нужно же этот вопрос возвращаться. Почему Турксой, ЮНЕСКО тюркского мира не может сотрудничать с тюркскими или даже вообще с культурными центрами, значит, России? Этот вопрос надо поднимать. Это вот в этой части. Я очень надеюсь на то, что у меня будет возможность еще несколько минут выступить, потому что как раз я сейчас подхожу к тому, чтобы говорить о главной задаче, которая на сегодня есть, это платформа 6. Вот то, что эта идея была изложена президентами Турции и Азербайджана, поддержана президентом России, и, скажем так, вот через зубы, значит, президента Ирана, так, она реальная. И никто из этого отвертеться от этого предложения не сможет. Ни Турция, ни Грузия, потому что им выгодно это. Это выгодно всем. Конечно, существуют обиды, допустим, Грузии, может быть, Армении на какие-то обстоятельства там не мешают им, так сказать,
открыто участвует в этом мероприятии, то это неизбежно. Поэтому я считаю, что нам надо всячески поддерживать и находить уже непосредственно механизмы реализации гражданской. Понимаете, активность должна быть, гражданская должна быть, как деятельность реализации этого проекта. В проекте предусмотрены, в нашем проекте предусмотрены такие предложения, такие как, например, организация ежегодных автопробегов вокруг этих 6 стран. Но мы еще добавили к этому проекты по Каспийскому дому, по созданию Каспийского дома. Вокруг Каспийского дома тоже славяно-тюркские, в общем-то, народы живут, и, в общем-то, проблемы Каспия и даже Орала – это общая проблема, это общая цивилизационная проблема, которую мы должны решать. Поэтому я считаю, что вот нам нужно, вот, наверное, мы какую-то примем резолюцию или какую-то мы примем, ну, какие-то меморандумы примем в результате нашей встречи. Конечно, нам надо отразить, что эта идея платформы 6, понимаете, она не только вот решает вопросы Южного Кавказа, она решает вообще мировые вопросы. Если мы сможем платформу 6, добавить платформу Каспийский дом, а там дальше платформа 20. 20 платформа 20 – это практически все мусульманские страны, средние и дальневосточные мусульманских стран. Это подробно описано, и, значит, сделан вывод о том, что, значит, Россия шаг за шагом заключает союзнические соглашения со странами постсоветского пространства, значит, мусульманскими странами Южной и Юго-Восточной Азии, а также способна решить не только региональные проблемы на Кавказе, Ближнем, Южном, Среднем Азии, но и создать принципиально новую евразийскую ноосферную цивилизацию. Вот главная задача. Понимаете, вот создание такой цивилизации может быть, значит, отвести и Россию, и тюркский мир от угроз, как западных, так и восточных, которые могут появиться. Но для того, чтобы реализовать это, вот, нужна инициатива. Вот я предполагаю, что такой инициативой может обладать Азербайджанская республика, которая уже, значит, проявив эту инициативу вместе с Казахстаном, сумели примирить Турцию и Россию во время кризиса, самолетного этого кризиса. И Азербайджанская республика, мудрость, балансированной политикой его руководителя, сумевший в постсоветское время сохранить со всеми хорошие отношения, могут как раз выполнить функцию эксклюзивного модератора в процессе консолидации стран Евразийской, Большой Евразии. И по существу, я уже дальше пойду, значит, меня называют, опять я вспомнился, меня называют теоретиком. Реально же, вот понимаете, создавать евразийскую Швейцарию, где должна быть стабильность, в том числе финансовая, политическая и так далее. Даже, может быть, Азербайджан, который сегодня возглавляет не присоединившихся стран. Так вот, заканчиваю уже. По существу, понимаете, вот те 20 стран, которых мы видим как будущее евразийский цивилизационный центр, это миллиард 124 миллиона населения. С этим никто не сможет не считаться. Понимаете? И тогда в мире, может быть, возникнут 3, значит, таких полюса, значит, западное, восточное, и вот наше евразийское цивилизационное пространство. И да, скажу только одно, последнее, что я вижу огромную роль национальных диаспор в интеграционных процессах в евразийском пространстве.
Ну, известно, что вообще, исторически известно, что вообще историю создают диаспоры. И мы должны быть диаспорой, жить в диаспоре, говорил Гейдар Джемаль, это быть борцом, опирающимся на политическую солидарность. Поэтому я считаю, что вот и азербайджанская община России, и татарская община России, и другие, значит, тюркские общины в России могли бы быть как раз, служить как механизмы создания этой евразийской цивилизации, приводными ремнями, как говорили, этого процесса. Спасибо вам большое. Извините, что я, наверное, перебрал там чуть-чуть времени, да, но, значит, я постарался очень кратко изложить свою точку зрения и призываю вас всех, уважаемые коллеги. Мы много говорим о том, что было, мы много говорим о том, что есть, мы должны говорить о том, что будет. Надо идею войны, надо поменять на идею мира. И эта идея должна касаться и даже вчерашних наших врагов. Понимаете? Поэтому я считаю, что гражданское общество может сделать гораздо больше, чем он делает сейчас, и значительно больше, чем делают руководители страны. Потому что руководители страны, они завязаны всякими обстоятельствами, обязательствами и так далее. А мы ничем не связаны, кроме желания жить в мире. Спасибо большое. Спасибо, Гейдар Малим, огромное. Гейдар Мамедович Иманов, Санкт-Петербург. Значит, у нас там, он в последних своих словах именно четко выделил свои отношения к победе в Отечественной войне, которую мы через 2 дня будем праздновать годовщину.